Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии». На календаре у нас среда, 6 июля. И с вами я, Полина Долинская. Сегодня в нашей программе мы узнаем: выше, быстрее, сильнее. От наших коллег узнаем последние новости из села Барагонцы, где проходят 8-е спортивные игры Якутии. Купаться разрешается. В Якутске состоялось долгожданное открытие городского пляжа. Расскажем, как можно с пользой провести отдых на воде, а именно на катамаране. И узнаем рецепт летнего и охлаждающего напитка. Мы работаем в прямом эфире, и вы также можете создавать это утро вместе с нами. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, узнавайте последние и актуальные новости. А также вы можете писать нам по номеру 8 914 273 44 88. Задавайте вопросы нашим гостям, делитесь планами на выходные и поздравлениями. Поздравляйте родных и близких с памятными датами и важными для них событиями. Ну а далее, как всегда, о погоде. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 21-24 градуса тепла. В заречной группе от 20 до 25, в южных в это утро в Нерюнгри плюс 19 и плюс 21 в Алдане. В Вилюйской группе 17-20 градусов со знаком плюс, в Нижнеленских 19-21, в западных 15-18. В Колымо-Индигирской группе Улусов столбик термометра зафиксировал 14-21 градус со знаком плюс. В Янских в это утро прохладнее в Депутатском – плюс 7 градусов. В Батагае – плюс 23. На северо-западе в Саскалахе 2 градуса, 9 градусов в Оленьке и 14 градусов в Тиксе. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 25 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер дует северо-западный со скоростью 1 метр в секунду. В течение дня синоптики обещают день преимущественно без осадков. Ветер юго-западный подует с порывами от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем 33-35 градусов жары. На календаре 6 июля, и эта дата особенная для поклонников группы «Битлз». Ведь именно 6 июля 1957 года на празднике, проходившем в ливерпульском пригороде Волвертоне, произошла судьбоносная встреча 16-летнего Джона Леннона и 15-летнего Поля Маккартни. Вскоре юные музыканты стали вместе писать собственные песни. К ним присоединился гитарист Джордж Харрисон, а в 1962 году ударник Ринго Старр. 4 талантливых парней создали группу «Битлз», которая завоевала всемирную известность. Что еще интересного произошло в этот день, узнаем в нашей постоянной рубрике. 6 июля – Всемирный день поцелуя. Сегодня также день рождения Далай-ламы. Это буддийский праздник. Нынешний 14-й Далай-лама родился в 1935 году. 6 июля стартует Международный Каннский кинофестиваль. Это наиболее престижное и одно из старейших событий в мире кино. По народному календарю дождливый день 6 июля предвещает неурожай и сулит еще 5 дней сырой погоды. 6 июля 1785 года – день рождения доллара. Новую валюту после получения штатами независимости предложил президент Томас Джефферсон. 6 июля 1885 года вакцину против бешенства впервые испытали на человеке. Сделал это французский микробиолог и химик Луи Пастер. Он ввел препарат, чтобы спасти умирающего мальчика. А до 19 века бешенство было неизлечимой болезнью. 6 июля 1957 года произошла встреча Джона Леннона и Пола Маккартни. Подростки познакомились на празднике в ливерпульском пригороде. 6 июля 1994 года на экраны кинотеатров США вышел фильм «Форест Гамп» режиссера Роберта Земекиса. 6 июля 1796 года родился Николай I, российский император. В этот же день в 1887 году родился Марк Шагал, русский и французский художник.
В 1907 году 6 июля на свет появилась Фрида Кало, мексиканская художница. 6 июля 1940 года родился Нурсултан Назарбаев, советский и казахстанский государственный деятель и политик, первый президент Казахстана. В 1946 году в этот день родился Сильвестр Сталлоне, американский актер, режиссер, сценарист и продюсер. 6 июля 1946 года родился Джордж Буш-младший, 43-й президент США, американский политик. В Якутии 6 июля празднуют 80 лет со дня рождения Николая Павлова, живописца, члена Союза художников СССР, заслуженного деятеля искусств республики. Именины в этот день празднуют Агриппина или Аграфена, Александр, Алексей, Антон, Артемий, Герман, Иосиф, Корнилий, Митрофан, Петр, Святослав и Федор. Лето – пора не только отпусков, но и продажи, приобретения недвижимости и строительства домов. И в этот период каждый собственник недвижимости обращается в МФЦ за услугами Росреестра. С 29 июня 2022 года МФЦ и Росреестр перешли на безбумажное взаимодействие. Об этом мы поговорим с аналитиком Центра «Мои документы» с Нией Левиной. Доброе утро! Расскажите, пожалуйста, первое и самое главное, что значит безбумажное взаимодействие между МФЦ и Росреестром? С 29 июня 2022 года в Федеральном законе о государственной регистрации недвижимости внесены изменения, согласно которым взаимодействие между МФЦ и Росреестром организовано в безбумажном виде. Это каким образом? Это означает, если заявители ранее предоставляли бумаги на бумажном носителе, и они передавались в Росреестр, то в соответствии с изменениями, получается, сейчас бумаги остаются в МФЦ. В электронном варианте, да? Да. А как вот переводится осуществление документа в электронный? Просто снимается скан с документа? Получается, с 29 июня сотрудники МФЦ должны отсканировать документы, принятые от заявителей, удостоверить УКЭПом, то есть электронной усиленной квалифицированной подписью. Далее отправляем его по защищенному каналу связи. Угу. А если, допустим, владелец этих документов сам захочет предоставить скан-копию, это тоже они идут в работу или же нужно отсканировать только вашими сотрудниками? Нет, заявители предоставляют документы на бумажном носителе только. Угу. И как вот эти изменения, они отразятся на гражданах, которые получают в Росреестре и МФЦ услуги? Тут особые изменения касаются результата предоставления услуги. То есть, получается, если ранее заявители получали, допустим, договора аренды, купли-продажи, мены, да, с отметкой о проведении специальной регистрационной надписи, тогда в данном случае отметки уже не будет. Они упразднены, получается, сейчас результат получают только в виде выписки. Угу. А сократились ли сроки предоставления услуг Росреестра? Законодательно сокращения сроков не было, но вообще в целом тенденция к этому идет. Реализация проекта «100 бумага», она обусловлена на это, то есть мы ожидаем сокращения сроков на законодательном уровне. Угу. Ну, скоро уже месяц, как вы перешли на вот это вот безбумажное взаимодействие. Вы можете уже оценить, какие результаты есть? Как люди оценили, удобно ли это? Или все-таки они по старинке любят приходить со своими документами? Ну, тут, получается, заявители, как и предоставляли документы на бумажном носителе, они предоставляют их. Тут касается обмена взаимодействия между Росреестром, то есть мы документы, которые получаем от заявителя, направляем в электронном виде. Бумага у нас хранится до выдачи заявителя результата. Это особенно актуально, скажем, для нашего региона, допустим, для районов, северных районов, да, которые бумаги, допустим, принятые от заявителей, направлялись по почте в город Якутск, Росреестр, а, соответственно, результат тоже направлялся в виде бумажного носителя по почте, допустим, тот же район, который был принят обращение. В данном случае, после перехода на безбумажное взаимодействие, соответственно, передавать бумаги на бумажном носителе не нужно. Они уходят в электронном виде, тем самым они уже сокращаются сроки предоставления. То есть ожидания на почтовый отправок больше не будет. То есть, время сокращается, и уже как бы одно из очевидных преимуществ есть. Да. Что все это скорее делается. А какие еще изменения есть, которые касаются взаимодействия с Росреестром?
Взаимодействие в основном ну вот, касается результата, как я озвучила, и касается электронного взаимодействия. То есть бумага уже больше не передается, хранится в МФЦ. Мгм. А есть ли такие отдаленные, опять-таки, районы нашей республики, где все-таки проще будет отправить почтой? Нет, по всей республике, во всех районах представлены офисы МФЦ. Соответственно, за заявители за услугой обращаются в МФЦ в отделениях, районных отделениях. И могут, конечно, заявители по желанию обратиться напрямую в электронном виде. Для этого им необходимо оформить ЭЦП самостоятельно, то есть физлица оформляет ЭЦП и подают через портал Росреестра, через личный кабинет Росреестра, получается. Мгм. И вот еще такой вопрос. Каждый раз должен человек приходить с документами или достаточно один раз принести, отсканировать, и уже потом это хранится в базе данных? В данном случае, получается, когда принимаются от заявителя документы, они сканируются и в электронном виде направляются в Росреестр. После проведения учетно-регистрационных действий регистраторами Росреестра результаты выдаются вместе со всем пакетом документов. Это означает, заявитель получает полный пакет документов, который он предоставил при регистрации или первоначальном обращении. Мгм. И как заявитель потом получает уведомление о том, что пришел ответ по его запросу? Уведомления поступают у нас через автоматизированную информационную систему МФЦ. Они поступают в виде сообщений на электронную почту заявителя. После проведения учетно-регистрационных действий, когда поступает результат, система автоматически направляет сообщение на электронную почту заявителя о том, что результаты готовы и необходимо подойти за получением. Мгм. И еще такой вопрос. Вот эти вот взаимодействия безбумажные между МФЦ и Росреестром, планируются ли еще на какие-то дополнительные организации? Дополнительные организации Да, касательно то чего? есть также через МФЦ можно уже взаимодействовать с другими организациями. Ну, в данном случае через МФЦ у нас предоставляется обширное количество услуг, тем более государственные услуги все предоставляются через МФЦ. Это принцип единого окна, то есть заявитель может обратиться не только по услуге Росреестра, касательно по другим услугам тоже могут обратиться заявители в отделениях МФЦ. Мгм. Большое вам спасибо за такую интересную, полезную беседу. Я думаю, вот это нововведение, оно как раз-таки облегчит жизнь и не только заявителям, но и работникам МФЦ и Росреестра. Спасибо, что в это утро вы были с нами и рассказали полезную информацию. И доброго вам утра. До свидания. Доброе утро, вы смотрите новости. В Якутию продолжают прибывать пожарные из других регионов. Сегодня, 6 июля, прибудут 20 парашютистов-десантников из Бурятии. Всего на территории республики работают 450 сотрудников Федеральной авиалесоохраны. В работах по тушению задействовано 4 воздушных судна, в авиапатрулировании 17 воздушных судов. По словам заместителя начальника ЕУГМС Татьяны Маршалик, чрезвычайно высокий класс пожароопасности установился в Намском районе Якутии. Такой же класс пожароопасности уже несколько дней сохраняется в Нюрбинском районе. В городе Якутске и его окрестностях, в Алданском, Тампонском районах высокий 4-й класс пожароопасности леса. Повышение класса пожароопасности ожидается и в других районах. В связи с установившимися высокими температурами окружающего воздуха на территории западных, центральных, востоко-центральных районов республики существует вероятность возникновения шквалистых ветров вследствие образования мощных грозовых очагов в период с 5 по 9 июля текущего года. Ввиду этого рекомендуется соблюдать осторожность при нахождении на улице, не оставлять детей без присмотра и обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач.
Состоялась защита проектов Якутской исследовательской школы «Юниор». С 13 июня по 4 июля прошел образовательный проект Малой академии наук в рамках международных интеллектуальных игр в дистанционном и очном форматах. В эту школу были приглашены 60 обучающихся с 5 по 7 класса из 23 вузов, 9 из них арктических. Также в число приглашенных школьников вошли участники и победители республиканских научно-практических конференций и олимпиад. Ребята в группах по 10 человек прошли все этапы ведения исследовательской работы и защитили свои проекты естественно-научной направленности. Что могу сказать в целом про это мероприятие? Оно, в принципе, не конференция, это школа, когда дети вначале получили тематики, объединились в команды, и у них нет соревновательного характера. Мне очень здесь нравится, аж не хочется уходить, потому что я взяла много друзей и много знаний поняла. Я на направлении пластик. Мы проходим все про пластик. Маркировку, какие свойства пластика и так далее. Многодетные семьи получат дополнительную поддержку. Законопроект уточняет условия, при которых семьи с детьми могут воспользоваться государственной выплатой в размере 450 тысяч рублей для погашения ипотеки. Так, предлагается продлить до 31 декабря 2023 года период, в течение которого рождение третьего или последующих детей дает гражданину России, матери или отцу, являющемуся заемщиком по ипотечному жилищному кредиту, право на меры государственной поддержки. Также документ предлагает установить срок, в течение которого заключение кредитного договора многодетными родителями дает им право на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам до 1 июля 2024 года. К слову говоря, в Якутии в июне этого года родилось около 1000 детей. Айсан Николаев отметил, что республика удерживает лидерские позиции по рождаемости и естественному приросту благодаря комплексной работе и целенаправленной демографической политике. По данным управления ЗАГС, в июне зарегистрировано рождение 348 девочек и 397 мальчиков. Если говорить про редкие имена, то среди мальчиков это Алмаз, Гарри и Леон. А среди девочек – Афина, Габриэла и Джиневра. Самое ожидаемое и самое зрелищное мероприятие в мире спорта проходит сейчас в селе Барагонцы Усть-Алданского улуса, где стартовали 8-е спортивные игры народов Республики Саха-Якутия. Предыдущие игры проходили более 20 лет назад. В программу спортивных игр внесены 16 видов спорта, как в командном, так и в личном первенстве. К играм народов Республики усть-алданцы готовились 3 года, и вот наступил долгожданный день – торжественное открытие спартакиады. Первые спортивные игры народов Якутии были проведены именно в селе Барагонцы в 1996 году. И вот спустя 26 лет барагонцы снова принимают у себя эти игры, которые стали одним из самых главных спортивных событий в жизни Якутии. На стадионе Маякат-Табертхара состоялась торжественная церемония открытия игр народов Республики Саха-Якутия. На церемонии открытия задействовано более 3000 предметов реквизита разных габаритов и порядка 2500 костюмов. Из них 1500 шито специально к играм. Отметим, что костюмы изготовлены по эскизам талантливого художника Государственного цирка Якутии Виктории Новгородовой. На церемонии открытия игр приняли участие около 2000 участников массовых сцен, а также профессиональные артисты Государственного цирка Якутии и Национального театра танца. В день открытия игр в Барагонцах прилетел олимпийский чемпион по вольной борьбе 2000 года в Сиднее Давид Мусульбес. Я, конечно, был потрясен первым моим приездом, когда увидел Лену. Конечно, это впечатляет, такая мощь, сила Якутии, России. Конечно, культура Якутии не знакома, потому что я очень много дружу с ребятами. И когда тренером был, тоже очень много помогал. Очень мне это знакома культура. Знакома культура в широком плане. То, что представители легкой атлетики с Якутии, представители бокса с Якутии,
и многие другие виды. В рамках спартакиады открылась выставка-ярмарка «Деревня мастеров». На выставке представлена работа мастеров из разных улусов нашей республики. В дни проведения 8-х спортивных игр народов Якутии гости и участники соревнований могут ознакомиться с изделиями народных промыслов, передающими традиции и легенды, трудовую, культурную и спортивную славу Усть-Алданского улуса. Также свои изделия представили мастера из Намского, Кабяйского улусов и города Якутска. Делаем свои якутские ножи и изделия из бивни мамонта. Еще у нас дети делают обереги из глины, полимерной глины. Начали в этом году делать, тоже вносить свой вклад в семейный бизнес. Одним из знаменательных событий в рамках игр стало открытие памятника легендарному Игорю Тойону. Как отметили организаторы, памятник создан силой усть-алданцев, также из средств, вложенных в фонд развития улуса. Также в этот день имя Легой Тойон присвоили центральной площади Бирюнского наследия. Состоялось торжественное открытие историко-краеведческого музея имени Сэхэн Аджакап. Обновленное и оснащенное по всем современным требованиям, в музей пришли увидеть гости и жители села Барагонца. Для посетителей была организована ознакомительная экскурсия. Культурные мероприятия Игр народов республики продолжаются. Следите за нашими новостями. Олимпийский чемпион Давид Мусульбес принял участие в открытии 8-х спортивных игр народов Якутии. Накануне открытия наш коллега Александр Хавренко встретился с именитым спортсменом. Давид Владимирович, в 2000 году вы завоевали 5-ю свою юбилейную золотую медаль чемпионата России именно в Якутске. Как-то это повлияло на ваше отношение, на вашу любовь к нашей республике? Конечно, повлияло. Это миг победы. Это какие бы ни были соревнования, была возможность победить, стать чемпионом нашей страны. И, конечно, я очень рад, что здесь, потому что очень много меня связывает с культурой Якутии, потому что очень много у меня друзья были спортсмены сборной команды. Юмшанов был в сборной команды России, мы вместе ездили на первенство и чемпионаты мира. Были такие друзья, как Пенигин, Дмитриев, и поэтому культура знакома, и каждый мой очередной приезд, она все только усиливается и приумножается, потому что много что меняется каждым годом в регионе, и для меня это очень интересно. Есть такое понятие «якутская школа вольной борьбы». Вот как вы для себя понимаете, что такое якутская школа вольной борьбы? Ну, она именно такой мощный всплеск, это 70-е годы, это мое детство, это те чемпионы, которые меня вели к победе, именно то, что была главная мотивация, чтобы я занимался борьбой. И сразу получилось, что первые ученики были многие чемпионы Советского Союза, были победители Европы, но 2 олимпийских чемпионов, которые сразу именно ворвались и стали олимпийскими чемпионами, это, конечно, очень много знают. И даже многие республики, такие как Грузия, Казахстан, Узбекистан, не могли похвастаться таким количеством своих спортсменов в сборной команды Советского Союза. Вот сейчас хочу вас задать вам вопрос, как советнику главы Олимпийского комитета России. Когда вы приедете после наших игр, что вы им расскажете вот именно о таком формате республиканском игр? Ну, я начал сегодня встречу с благодарностью, что сегодня регион, республика, народ дал нам такие прекрасные мероприятия, как «Дети Азии», которые нет аналогов в мире. И для нас, именно в лице вас, мы являемся представителем такого очень важного детского праздника, где участвует очень много стран, регионов. То, что сегодня я видел игры Якутии, это мы будем обсуждать и будем мы внедрять, чтобы другие регионы пользовались таким форматом, чтобы 1 раз в 4 года разные регионы брали на себя мероприятия вот именно объединения, единства всех народов. Поэтому вы опять являетесь лидерами, опять являетесь примером для здорового образа жизни, сплоченности и дружбы народов. И последний вопрос. Вот ваши личные ощущения, когда вы приехали 140 километров от Якутска, да, небольшое село, и когда вы увидели все, что здесь было построено, все, что сделано, что почувствовали? Ну, конечно, я был удивлен. Я видел леса, реки, и когда я подлетел сюда, я увидел стадион,
очень красивый, яркий стадион, залы, видел, как в футбол играли, мини-футбол. И такая инфраструктура. Вот сейчас мы стоим в прекрасном зале. Очень приятно то, что сегодня так мощно развивается. Конечно, спортивные мероприятия, они всегда подвергаются именно массовости и усилению, улучшению инфраструктуры региона. Поэтому, если через спорт мы будем развивать, тоже неплохо. Спасибо вам большое. Вам спасибо. А также в эти дни в Усть-Алданском районе состоялось событие, которого жители района ждали несколько лет. В селе Барагонцы введено в строй новое здание историко-краеведческого музея имени Аржакова. Красивое добротное здание на центральной улице Улусного центра стало настоящим украшением города. Раньше у нас было деревянное здание, всего 236 квадратов. И сейчас при поддержке главы района нашего Алексея Васильевича Федотова отремонтировали старое здание аптеки. Историко-краеведческий музей в Барагонцах существует с 1972 года. Помимо своих уже известных экспозиций, в новом здании появились и новые. Наш проект называется «След, оставленный в будущее», посвящен столетию якутской автономии. Данный проект мы начали реализовать в 2022 году. В прошлом году мы участвовали по данному проекту на гранты главы Республики Саха-Якутия и получили грант в сумме 1 520 000 рублей. И на эти деньги были заказаны восковые фигуры, которые, несомненно, вызовут огромный интерес как и у гостей и участников спартакиады, так и у подрастающего поколения усалданцев. В особенности прославленный герой, голова барагонского улуса в 17 веке Легой. Легой был легендарным тойоном барагонских якутов времен прибытия русских на Лену. Жил вокруг озера Мюрре, имел много братьев и сородичей. Восковые фигуры были заказаны в Москве, а одеяниями занялись местные народные мастера и умельцы. Среди исторических персонажей можно увидеть и самого Алексея Аржакова, лидера якутского самоуправления. Здесь он изображен вместе с Екатериной II. Казалось бы, где связь? Алексей Аржаков почти 2 года добивался встречи с Екатериной Великой и, добившись ее, проговорил с императрицей 4 часа вместо положенных 15 минут. А способствовало этому, по утверждению известного общественно-политического деятеля Никифорова Кулюмнур, красивая наружность, высокий рост и замечательный ум. О результатах судьбоносной встречи в музее расскажут экскурсоводы, как и о выставке фотографа Марии Васильевой, уроженки Усалданского улуса, известной своими фоторепортажами спортивных событий. В дни проведения 8-х спортивных игр народов Якутии музей будет работать ежедневно, вход бесплатный. Мы двигаемся далее. Женская сборная по боксу завершила курс тренировок в Алдане. В состав команды вошли как юниоры, так и дети. Впереди у девушек непростые испытания. 2 спортсменки принимают участие в летних международных играх «Дети Азии» во Владивостоке. А их младшие соратницы готовятся к выступлению на играх в 2024 году. К летним сборам спортсменки подошли ответственно и серьезно. Ведь именно на учебных тренировках закладывается база, необходимая спортсмену для улучшения и успешного выступления на их соревнованиях. В Алданском центре спортивной подготовки каникул нет. Летние сборы у спортсменов Якутии и Дальнего Востока в разгаре. Учебные тренировки проходят как у лыжников и биатлонистов, так и у команд боевых видов спорта. На смену мужской республиканской сборной по вольной борьбе в Алдан прибыли девушки-боксеры. Летние сборы в Алдане они провели впервые. Сборы тут проходят очень интересно, тут много чего. Есть сауны во время, если отдыха. У нас тут проходит ОФП в основном, подготовка еще некоторых людей к Дети Азии. Тут мы накачиваем, получается, свои мышцы больше. Некоторые подготавливались к своему весу. Мы это вели в практику первый раз, что организовываем сборы не только лыжникам и биатлонистам, а вот еще и по боевым видам спорта, по единоборствам, борцы-боксеры. Также ожидаем в августе дзюдоистов.
Учения республиканской женской сборной по боксу были рассчитаны на 2 недели. Тренировки проводились дважды в день, утром и вечером. Занятия проходили как в спортзале, так и на свежем воздухе. Погода к этому вполне располагала. И в целом условия тренировок девушки нашли оптимальными. Для меня и для детей очень полезные, как, мое мнение лично. Здесь условия хорошие, питание, и люди вообще хорошие, да. И условия тоже есть для тренировок. Напряженный режим, по словам девушек, вовсе не утомлял. К плотному графику тренировок спортсменки привыкли, а досуг стал весьма интересным и разнообразным. Кроме того, девушки обрели новых друзей. Отношения с членами других сборных сложились сразу. Другие ребята, которые лыжники, там еще других регионов или городов приехали, они все очень добрые, несколько людьми познакомилась я. Здесь очень классно. По мнению тренеров, пользу летних сборов переоценить трудно. Именно на учебных тренировках закладывается база физической и технической подготовки, необходимая спортсмену для успешного выступления на соревнованиях. А впереди у девушек весьма ответственные и сложные испытания. В состав этот входит 2 девушки, которые примут участие на летних детях Азии во Владивостоке, и часть спортсменов молодых, которые также подготовку ведут с прицелом на Дети Азии 2024 года. Женская сборная республики по боксу завершила учебно-тренировочный сбор. Помимо наращивания силы и выносливости, в минувшие 2 недели девушки получили возможность активно и интересно отдохнуть. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Лето у всех проходит по-разному, и как пелось в песне, лето – это маленькая жизнь. Но как сделать его еще более запоминающимся? Гости и жители столицы поделились своими лайфхаками. Что вы предпочитаете летом отдыхать? Вот он на природе стараюсь почаще быть. В деревне, у родственников, у мамы. Смотреть аниме. Вот, в принципе, у меня этого будет достаточно. Прекрасное времяпрепровождение, особенно если у тебя дома кондиционер, ты покупаешь себе очень вкусные прохладительные напитки, какие-то закуски. Это прекрасно. В тени сидеть, кондиционер, вода, и купаться. Все, наверное. Я предпочитаю, конечно, проводить время с друзьями и семьей своей. Работаю. У меня ИП. Зарплата соответственно. Как все обычные. Сенокос, работа, как подготовка к зиме. И как сбор ягоды по сезону, когда приходит. Лето вообще отменное, необычное. Не надо никуда уезжать. У нас много достопримечательниц. Вот посмотрите, какие места, теплое озеро. Я люблю ходить, каждый день хожу здесь. Вот. И люблю отдыхать в нашей природе. Это, конечно, на реке Лени нашей. Очень много детей приходят, они любят. Им интересно, что такое катамарана. Они первый раз это видят, такие: ой, мам, хочу туда, давай туда. Катаются, им всегда нравится. С друзьями погулять, покупаться, погулять по городу. В Якутске официально открыт пляжный сезон. Санитарная очистка пляжа началась еще в начале июня. В акватории были установлены буйки безопасности, проведена очистка пескопросеивателем, а также проведено обучение спасателей. В эти дни на пляже особенно многолюдно. Аномальная жара, которая сейчас стоит в центральной части Якутии, испытывает на прочность якутян. В Якутске в понедельник столбик термометра поднялся до плюс 34 градусов. Без сомнения, лето – это любимое время года многих жителей Якутии. Но каждый проводит его по-своему. Кто-то любит в тишине, в одиночестве лежать на шезлонге у воды, а кто-то даже отдыхая предпочитает работать в команде. Именно для этих людей подойдет сплав на катамаране. И наша коллега Дарья Анкехова прокатилась на катамаранах. Так, перед нами катамаран Сипкат-16. Вот. Длина у него 5 метров, ширина 2,30 и мачта 5 метров высотой. Максимальная скорость, да, какая? Не заявлена. Не заявлена? Да. Ну вот мы сегодня примерно с какой скоростью будем, как вы думаете? 20-30, наверное, пойдем. 20-30. Ага. На серединку наступать? Да, там уже везде можно. А за это держаться можно? Можно. Ой, ну вот это мое средство передвижения. Наступать, ходить, лежать, прыгать даже можно. Так, вот здесь сейчас стоите, там и стойте. Стою. Сейчас мы с вами вместе поднимем парус. Ой, подождите, что делать надо? Меня никуда не унесет. Вот,
называется гротофал. Да. Будете потихоньку вниз вот так вот тянуть. Вниз. Тяну. Да, а я ставлю парус в ликпас и потихоньку буду поднимать. О, это как флаг поднимать, да? Да. Сейчас вам тяжелее будет. Где-то Предупредил, называется. Так. Стоп, стоп. Стоп. Сейчас запутался. Ага, все, дальше. Еще. Да, работаем. О. Стоп. Самая главная команда — руль от себя, руль на себя и прямо. Да, в первый день это. Ой, а здесь комфорт, это лакшери условия здесь практически. Бизнес-класс. Да, лакшери. Так, руль прямо. Прямо. Руль от себя. От себя. И все, всего доброго. Вы сами пошли кататься. Как? Да? Нет, я без вас не пойду, Сергей. Так. Прямо, лево, прямо. Ой. По голове бы не получилось. По голове не прилетело. Так, сядьте. А в лицо не прилетит? Уже у лица же. До свидания. Вот. Так же, как и на маленькой, рулим по чуть-чуть. Если уходим с курса, да? Сейчас вот берите курс. На руль не смотрим, берем курс. Вот домик двухэтажный, да, красивенький. Спереди, видите, их тут 20 штук? Не, вот тут двухэтажный, красивый. коричневая крыша, да. Да. Вот сейчас на него рулите. И буквально вам надо 5 сантиметров влево, вправо. Много не надо делать, чтобы он сейчас на меня. А, вот так совсем чуть-чуть, и оно так сильно уже отходит. Если сильно брать, то и не поймаете курс. Он будет вилять. Все Поэтому понятно. По чуть-чуть совсем берем. Вот. Сейчас у нас надо уже отсюда уходить. Да. Идет команда, вот вы как старший, тут еще второй, это Шкотовый. Ага. Дает команду приготовиться к повороту. Вот у нас тут тоже парус на стопоре стоял, я его не держал, да? Снимаем со стопора. А мне что в этот момент делать? Вот. Вы потом говорите поворот. Поворот. И поворачиваем в ту сторону. Значит, нажимай туда. На меня, да. Резко. Всё. Раз. Поворот. И мне по голове сейчас что-то даст. Вот. В тот момент, когда он заполаскивает, оп, много-много. Много. Да, много на себя еще. Так. Иначе мы вернемся обратно домой. Подождите. Все, парус перевернулся на другую сторону. На стопор поставил я его. И все. И дальше всё, да. возвращаемся домой. Домой, что ли, уже? Да, вот обратите внимание, домик-то позади меня. Мы доплыли до точки Б. Вот так. Хорошо здесь у вас, однако, на Белом озере. Погода сегодня прекрасная, да? И солнышко, и ветер, да? А вообще, если ветра нет, невозможно, да, передвигаться? Если Без ветра нет ветра? вообще, да? Ну, почти даже ветер ты не чувствуешь, все равно яхта идет. Все равно идет. Да, тихонечко, но она идет. Надо было вот в такую погоду, наверное, мне учиться. Вот сейчас вот вообще классный ветер, походить, что на маленькой, что на катамаране, допустим. К вечеру он опять уйдет ветер, будет тишина. Но даже у такого прекрасного времени года, как лето, есть свои минусы. Термические ожоги испортят отдых кому угодно. Поэтому даже загорать нужно правильно. Об этом нам расскажет Татьяна Кехтер в постоянной полезной рубрике «Мой доктор». Доброе утро! Избежать ожогов и сухости кожи помогут несколько простых советов. Выбираем правильное время. Самым безопасным временем для загара являются утренние и вечерние часы, промежуток между 8 и 11 утра и после 4. Загорайте постепенно. В первый день загара не проводите на солнце более получаса. День за днем, понемногу, увеличивайте время пребывания на 10-15 минут. Старайтесь больше находиться в тени. Используйте головные уборы с широкими полями и солнцезащитные очки. По возможности закрытую легкую одежду. Используйте солнцезащитный крем. В летний период лучше выбрать средства с уровнем защиты SPF-фильтрами от 30 до 50. Использовать нужно защиту даже в пасмурную погоду, так как ультрафиолет свободно проходит через облака. Наносите выбранное средство рекомендуется за 30 минут до выхода на солнце и для обеспечения максимальной защиты добавлять каждые 2 часа при нахождении на солнце. Ухаживайте за кожей и после загара. Не забывайте следить за водным балансом и пить достаточное количество воды, чтобы предотвратить сухость кожи. После загара нельзя пользоваться скрабами и спиртосодержащими лосьонами, так как они сделают кожу более чувствительной. Домашний уход в летний период должен включать очищение, тонизирование, увлажнение и восстановление. Особенно важно использовать средства антиоксидантами, витамином Е, С, феруловой кислотой.
Важно, если у вас много родинок, перед загаром стоит проконсультироваться с врачом. Здорового загара! Сейчас самое время посмотреть нашу рубрику «Полезные советы», в которой мы научим вас, как быстро приготовить освежающие напитки. Смузи хорош тем, что сохраняет все волокна и витамины своих ингредиентов. Это один из любимых напитков и фактически полноценный прием пищи у людей, ведущих здоровый образ жизни. Существует сотни вариаций – с ягодами, фруктами, овощами, молоком, йогуртом, льдом и даже соком. А готовить его до гениального просто. Нужно лишь смешать все компоненты в блендере. Доброе утро! Сегодня я вам покажу, как сделать очень вкусный и полезный лимонад. Для этого нам понадобится лимон, апельсин, клубника, сахар и газированная вода. Для начала делим лимон пополам. Выжимаем сок. Дальше берем апельсин и выжимаем сок. Берем клубнику, обязательно удаляем ненужное и измельчаем. Добавляем в наш бокал. Добавляем сахар. И газированную воду. Лимонад готов. Приятного аппетита и хорошего вам дня! Мы продолжаем выпуск постоянной рубрикой, которую мы ведем с историческим парком «Россия. Моя история». И посвящена она столетию образования якутской автономии. Сегодня мы расскажем о народном учителе Михаиле Алексеевиче Алексееве, основателе и инициаторе физико-математического движения в республике. Родился он в 1917 году в бедной крестьянской семье, и довольно в ранние годы он уже практически остался сиротой, и поэтому его воспитывали, как он сам говорил, комсомольские, вообще коммунистические организации. Он был с детства очень большим активистом, то есть принимал участие во многих слетах, отличался своей тягой вообще к наукам. И поэтому уже в 30-е годы, то есть в 1939 году он поступает в педагогическое училище, то есть институт точнее. Но уже в 1940 году Михаила Андреевича призывают в Красную армию. В 1941 году начинается Великая Отечественная война, и его подразделение как раз-таки стояло на рубежах границы нашей Родины. И вот когда началась война, естественно, мы помним о том, что были большие проблемы. То есть мы говорим об организованном отступлении лета-осени 1941 года, но его подразделение было одним из немногих, которое было готово в первые же дни войны перейти в контрнаступление. Но, к сожалению, поступил приказ отступать, и во время этого отступления соединение воинское, в котором служил Михаил Андреевич, оно попало в окружение, и сам он попал в плен фашистам. Естественно, он попал в лагеря, он организовал несколько попыток побега, и ему это удалось. Однако после того, как он вышел к своим, то есть к Красной армии, естественно, по существовавшим нормам он должен был пройти процесс фильтрации, и его даже в этом процессе, так сказать, подвергли репрессиям. Сам он отправился в места не столь отдаленные и освободился из этих мест только к началу 50-х годов. Конечно же, на нем висел ярлык практически врага народа, от которого он избавился только в 1956 году, после того, как он написал письмо, то есть прошение в Верховный Совет, и одновременно в это время у нас происходит, ну, скажем так, процесс той же самой оттепели, когда возвращаются имена многих наших отцов-основателей, в том числе и простых людей. Поступает в Якутский педагогический институт, который заканчивает, и после этого он отправляется работать учителем сначала в Верхневилюйский район, потом работал в Горном районе. И в это время в нем назревает мысль о том, что нужно
учить детей вот определенным дисциплинам. В частности, мы говорим о физике, о химии. И по его инициативе открываются первые, скажем так, профессиональные классы. И вот выпускники его, Михаила Андреевича, они вот с 63 по 74 год занимали призовые места в различных республиканских олимпиадах, во всесоюзных олимпиадах. И вот что это означает? Вообще существовало такое мнение, вот, о котором я говорил в начале выпуска, о том, что якут, он не способен к освоению точных наук. То есть он больше, скажем так, способен к гуманитарным наукам, там, к истории, к языкознанию. И вот этот миф Михаил Андреевич, он полностью разрушил. Успешный опыт был применен и в других школах республики. Вот, например, та школа, вот, Верхневилюйская средняя школа номер 2, в которой он работал, она была позднее преобразована в гимназию, ему было присвоено его имя. Его опыт является бесценным для истории образования в нашей республике. Но уже в 1984 году, к сожалению, Михаил Андреевич, он отходит от образовательной деятельности, но все равно он остался в нашей истории, вот как, ну, если говорить о его званиях, народный учитель СССР, то есть заслуженный учитель, в том числе и нашей республики. И не зря в честь него была учреждена та же самая государственная премия Республики Саха-Якутия в области педагогики. Двигаемся далее. У нас в гостях потрясающий человек. Мила Кудряшова, продюсер и сценарист, учредитель киностудии «Море». Друзья, сегодня мы с вами поговорим как раз-таки с таким замечательным и потрясающим человеком. Мы, во-первых, рады вас видеть. В первый раз, когда вы были у нас в гостях, темой нашего разговора был фильм «Мой личный дракон». Но сейчас вы полностью поглощены другим интересным проектом «Женский голос Арктики». Это документальный фильм, над которым вы сейчас работаете. На чем основан этот проект? История этого проекта началась 3 года назад. И я могу сейчас сказать, что у нас закончились съемки. Наши замечательные героини с их историями были полностью отсняты. Мы путешествовали на их родину. Мы путешествовали даже в деревню Тяня, это Алекминский улус, за 5 рек. Мы присутствовали... Вот кадры, да, мы сейчас видим. Да, это одна из наших героинь, это Варвара Степанова. Двое из наших героинь стали виртуозами мира по игре на хамусу. И это просто случилось в нашем кадре. Одни из последних съемок мы провели на Исехе. Это как раз видно в ролике. И с этого момента как раз начнется наш фильм, который объединит всех персонажей. А музыку к нашему фильму будет писать Валентина Романова-Ческырой. А вот какие сейчас проблемы волнуют женщин Арктики? Ну, прежде всего, это сохранение традиций, культуры, языка, которые надо прививать с детства. Об этом героини наши говорят. С этим связано и наше путешествие, допустим, в деревню Тяня с нашей героиней Констанцией, которая является учительницей венкийского языка. И мы едем с ее маленькими детьми, чтобы прикоснуться к тем корням, которые воспитали Констанцию. Были ли у вас какие-то личные открытия, которые вас поразили до глубины души? По новой как-нибудь вы на женщину посмотрели, по-другому раскрыли этот образ? Ну, прежде всего, это ослепительно талантливые люди, которые живут в дальних улусах. Да? Они чтят традицию. То, что они делают, мастерицы, то есть... Их рукоделие, оно достойно лучших домов Парижа. И по выделке кожи, по узорам, да, то есть это безусловный вкус. Вы еще являетесь руководителем 7 проектов, которые поддержаны фондом президентских грантов. Среди них открытая литературная школа «Россия. Диалог культур», открытая литературная школа «Проза над линией фронта», русские чтения в музее Набокова и «Женский голос Арктики» тоже как раз-таки поддержан фондом президентских грантов. Вот сложно ли было получить вот эту господдержку?
Но я могу добавить, что все-таки у нас 5 проектов с Якутией. То, что вы перечислили, да, это было нами создано в моей студии в Санкт-Петербурге. А в Якутии мы продолжаем 5-й проект, который поддержан и президентским фондом культурных инициатив. И сейчас мы получили поддержку ИРИ. И сейчас у нас в запуске 4 проекта. «Женский голос Арктики». Его премьера состоится осенью этого года. Мы будем торжественно отмечать конец нашего большого труда. Я думаю, что это будет торжественное мероприятие с выходом на сцену наших исполнительниц, наших участниц. Сейчас у нас проходят съемки фильма, который посвящен самобытному якутскому режиссеру Сергею Потапову. И мы продолжаем научно-популярный киномарафон «Мой личный дракон». Вы спросили, трудно ли получить гранты? Буквально этот вопрос, мне пришлось на этот вопрос отвечать 3 дня назад, когда я была в Москве и защищала наш очередной проект, который получил поддержку. Но прежде всего это замечательная идея, в которую ты, безусловно, веришь. Это твои герои, это сплоченная команда, это реалистичный бюджет, ну и, безусловно, вера в то, что ты делаешь. Да? То есть, когда складываются все эти пазлы, проект случается, и у нас очень хорошая команда, Санкт-Петербург, Якутия. Безусловно, одним из главных партнеров является НВК «Саха», и мы продолжаем вместе творить. В Якутии также был реализован еще один ваш проект «Динозавры вечной мерзлоты 2020». Вот какова прокатная жизнь данного фильма? Фильм у нас был готов в 2020 году. На его долю выпали испытания и пандемии, но все равно мы вышли в российский прокат. Фильм был показан от Калининграда до Находки. Конечно, центральные показы состоялись в Санкт-Петербурге и в Москве. В эфире, в телевизионном была премьера, конечно же, на НВК «Саха». Сейчас фильм представлен на всех ведущих киноплатформах страны. Ну и мы продолжаем его показывать по улусам Якутии. Это наш новый формат кинопередвижки. Мы вспоминаем начало 20 века, когда были кинопередвижки, которые передвигались по тем территориям, где не было кинотеатров. Эту же концепцию взяли и мы. И, соответственно, здесь вы видите как раз один из наших показов, когда мы не только показываем кино, но и проводим различные викторины, конкурсы для детей, для школьников. Рассказываем им о своем крае, о палеонтологии и о том, что можно уникального найти прямо у себя под ногами. Мила, большое вам спасибо за такую интересную беседу. Я думаю, мы все будем в нетерпении ожидать следующего премьеры вашего проекта «Женский голос Арктики». И большое спасибо, что в это утро вы были с нами. С добрым утром. Доброе утро. До свидания. Мы двигаемся далее, и прямо сейчас к нам присоединились наши коллеги из новостного блока. Вы смотрите новости. Доброе утро. Газ в каждый дом. В регионе продолжается реализация программы социальной газификации, по которой голубое топливо подводят бесплатно до границы участков. В единый региональный оператор поступило более 4000 заявок. Из них более половины были одобрены для участия в программе до газификации и заключены договоры. Социальная газификация – это масштабная работа, поэтому вместе с единым региональным оператором готовы сотрудничать 23 подрядные организации. Таким образом, ведется повышение мощности газораспределительных сетей. Проложено 10 километров газовых труб и выведено более 320 газовых стояков домовладением. Отмечу, что только в этом году запланировано подключить более 2000 домовладений бесплатно. Ну, замер сперва берем. Вот приходим, сталкером проверяем, где вот находится труба. И по метражу вот говорим рабочим, слесарям. Вот замер вот такой, они делают цеху по размеру. Там оперстопку сдают там.
и просветку. Сегодня 4 объекта должны врезку сделать. Мархедве и поселок Сырдах. Между тем, первые субсидии в размере 150 тысяч рублей на газификацию дома получили 60 семей из Горного и Чурапчинского районов. Так, жители 8 поселений из Горного, Чурапчинского, Вилюйского и Ленского районов стали первыми в регионе участниками программы перехода на газовое отопление. Всего по программе подключить к газу планируют почти 2000 домовладений. Получить субсидию можно, отправив заявление в Агентство развития промышленного потенциала. Образец бланка заявления и список дополнительных документов можно скачать на сайте министерства в разделе «Газификация и субсидии». Отдых с пользой. В Якутии во время летних каникул временно трудоустроить свыше 5000 школьников. Временными работами в Якутии в летнее время планируется охватить 5226 несовершеннолетних детей. Трудоустроиться могут несовершеннолетние граждане от 14 до 18 лет. На все возрастные категории несовершеннолетних сотрудников распространяется одно строгое правило. Они не могут работать на вредных или опасных условиях. Труд не должен причинять вреда их здоровью и нравственному развитию. Жители многоквартирного дома по улице Халтурина, 12/1 Владимир Григорьев каждое лето добровольно занимается озеленением территории своего двора. Он сажает деревья, цветы, а также выровнял дорогу в дворе. Но это еще не все. Он самостоятельно сделал металлическую скамейку со спинкой и декоративную подставку для цветов, а также возвел кладовую под лестницей для хранения хозяйственных принадлежностей. В этом ему помог его друг и сосед Виктор Савельев. Вместе они на протяжении 2 лет в любое время года поддерживают чистоту и порядок двора. Несмотря на пожилой возраст, у них впереди много идей и планов, которые они намерены выполнить. Если что-нибудь сломался, я всегда не отказываюсь, сделаю там это. За это там некоторые соседи скидываются деньгами или там материалами. У нас у всех дети. Чтобы они выросли, там, увидели это, и они на хорошем и прекрасном там духе воспитывались. С малых лет, и с работы не боюсь. За это благодарю своих родителей. С малых лет они меня воспитывали, чтобы я не боялся с работы. И сейчас не боюсь, я работаю. На этом все. Хорошего дня. Вот таким вот было это утро 6 июля. Всем до завтра.